Здравствуйте! Сегодня тема нашей лекции, она посвящена информации и феномену его восприятия. Инал Хашик, историк, журналист, политолог, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, главный редактор газеты «Чегемская правда», участник международных конференций в качестве эксперта по внутренней и внешней политике Абхазии. В сегодняшнее время, конечно же, нет абсолютно никакого избытка в информации. То есть эта информация со всех щелей прет, и ты имеешь огромное количество выбора, да, и главное не запутаться в этом выборе. Да. Это 100 лет назад там, Владимир Ильич Ленин, да, главным считал своим, когда он начинал революцию, взять почту, телеграф, телефон и так далее. То есть как бы источники информации. Сегодня, в общем-то, найти вот это, вот где находится эта почта, телеграф, очень сложно, потому что почта, телеграф, это практически у каждого под рукой находится. Вот его телефон, да, где куча всякой информации разных, как на любителя, да, и тебе главное, наверное, определить, чего ты, в общем-то, хочешь, какой информации ты доверяешь, да, и в этом, наверное, все-таки проблема. Вот когда у тебя возникает огромный выбор, когда количество того, что у тебя есть возможность прочесть, слишком большое, да, ты, в общем-то, все делаешь это бегом. Да? Вот вы попадаете за праздничный стол, за огромный праздничный стол, да, там и куча блюд всяких вкусных, да. Вы не замечали вот на свадьбах, да, и вы вдруг начинаете есть одну мамалыгу с сыром, да? Вот то же самое происходит и в средствах массовой информации, да, когда у тебя слишком много, ты тоже начинаешь куда-то упираться, или где-то что-то по чуть-чуть поел, и, в общем-то, как бы не почувствовал удовольствия от этой пищи, вот, допустим, как за обедом, и также от этой информации, да, ты читаешь по диагонали, ты читаешь бегом, там, тебя должно что-то зацепить. И поэтому, конечно, у нынешних средств массовой информации огромная проблема с невиданной конкуренцией. Раньше, в общем-то, еще лет 20-30 назад, когда не было никакого интернета, каждый работал в своей нише, там, любое там, издание, будь то газета, телевидение, радио, оно уже там, годами, десятилетиями отработанной ниши работало спокойно, оно знало, каждый сотрудник знал, чем он занимается. Сегодня помимо этих людей, которые раньше себя называли, имели там удостоверение журналист, сегодня им как бы конкуренцию создают обычные люди. Он сидит, зарегистрировался в одной из социальных сетей, ведет свой блог. И у этого блога он может быть больше подписчиков, чем у огромной там, газеты, которая там центральной там в свое время там считалась самой авторитетной, с ней там этого редактора, главного редактора, там, я не знаю, президент вызывал, да, там с ним разговаривал там и так далее. А сейчас вот простой блогер, он может быть таким человеком, который делает, в общем-то, информацию и привлекает к себе внимание. Я к тому говорю, что сейчас, в общем-то, информационного потока очень много, и нужно, наверное, определять. Как я определяю? Да, в общем-то, интуитивно все происходит. Я понимаю, что вот в нынешней ситуации, когда мир находится опять в стадии холодной войны, да, между Западом, Востоком, да, там с одной стороны Россия, с другой стороны Россия, там где-то Китай, там Европа, Соединенные Штаты Америки, да, и мое детство, оно проходило там в 70-е годы, когда я смотрел там передачи «Международная панорама» и так далее, там вот как бы все было посвящено некой информационной войне, некой такой идеологической работе людей, людям все-таки объясняли, да, вот как
плохо там, и как у нас хорошо, и как у нас вот наше дело правое, в общем-то. Сейчас то же самое происходит. Я вот смотрю, подписан, мне сейчас удобнее, наверное, пользоваться Телеграмом, потому что там все-таки там больше есть определенная какая-то систематизация. Я подписан где-то на 40 Телеграм-каналов, причем очень разных. То есть, исходя там, есть западные СМИ, есть российские, есть такие умеренные там каналы, но тем не менее, чтобы получить объективную информацию, наверное, по одному и тому же событию, в котором я не присутствую, но я вот там, допустим, события на Украине, мне хочется знать, что там происходит, да, вот сегодня там какое-то событие там произошло, и мне хочется узнать, что же там произошло. То есть я читаю украинский, я читаю там европейский, я читаю российский, я читаю российские оппозиционные, я читаю российские ура-патриотические и нечто среднее из этого вывожу. То есть это подсказывает мне мой опыт, исходя из того, что я там долгие годы работы нахожусь в этой профессии, и мне приходится именно так ориентироваться. С другой стороны, есть люди, которые абсолютно там, это не связано с их профессией, они просто потребители этой информации, и они загодя там определяют там человека, которому доверяют, условно, да, там есть какой-то спикер, вот они доверяют ему, какой-то политик, которому они безусловно доверяют, и в общем-то для них то, что он скажет, для них это такая правда в последней инстанции. И естественно, наше общество тоже, кстати говоря, абхазское общество, тоже долгое время вертится именно в этом. Если вы наблюдали за тем, как у нас происходит политическая борьба, вы понимаете, что, в общем-то, не важно, кто что говорит, важно, кто говорит. Да? То есть твоя оценка событий, условно, будет зависеть от того, кто, как это событие, какой политик. Если ты там поддерживаешь там, власть во время, там, допустим, президентской кампании, там, не вылазил со штаба этого твоего кандидата, то ты как бы всегда считаешь, что вот этот кандидат, вот, ну, допустим, он стал президентом, а может он и не стал президентом, он может лидером оппозиции стал, да, и ты его слова воспринимаешь как бы за ту позицию, которая тебе по нраву. Хотя, в принципе, в абхазской политике очень часто все меняется. Мы достаточно нестабильное общество, да, у нас было пару переворотов, часто менялись правительства, да, и если вот так посмотреть для себя, вот если вы посмотрите, чем отличается там власть от оппозиции, да, вот в идеологическом плане, вы для себя не сможете назвать этого, но при этом у каждой из сторон всегда есть свои сторонники. Видимо, может быть, наверное, поэтому так в нашей стране мало что происходит, потому что неважно, что именно говорят, о чем именно говорят. То есть это может быть восприниматься уже там, со временем, это воспринимается как некий звуковой фон. То есть это для тебя это не информация, это просто звуковой фон. Важно, кто говорит, да, то есть, ну, это такие абхазские реалии, когда у тебя никаких действий, в общем-то, нет, мы говорим о реформах 20 лет, и как говорили, так и говорим, то есть, это уже стало такой частью нашего абхазского политического ритуала. Но, с другой стороны, мир живет, он же тоже по другим, не именно по нашим правилам. В мире есть разное, там есть, где очень быстро идет развитие, есть, где такие же общества, как и мы, где, в общем-то, никаких, в общем-то, изменений не происходит, и информация, и отношение к информации тоже, в общем-то, такое. Но я бы хотел, наверное, еще поговорить о том, как создается информация. В общем-то, в наши дни, в реальности, когда у читателя клиповое такое мышление, да, вот, когда он читает заголовками,
Допустим, я делаю передачу, новостную передачу, да, или там я выпускаю там, не знаю, сайт веду, да, и где-то у меня там должен быть заголовок, чтобы кто-то, какой-то читатель вот из этого ряда, огромного ряда информации, потока информации, чтобы он тебя кликнул. Допустим, условно говоря, парламент там принял закон о том, что о разгосударствлении энергетической сферы, то есть разрешил на приватизацию энергетической отрасли в Абхазии, да, допустим. И странно было бы, если бы вот этого в заголовке не было бы в новости. Странно, то есть и было бы, и для меня как читателя было бы совершенно невозможным, если я вообще даже и не заглянул бы туда, если просто в заголовке было «Состоялась сессия парламента». То есть сессия, ну, таких сессий, когда парламента происходит очень много. То есть это не информация, в общем-то, которая тебя может заинтересовать. Так же, как, допустим, президент Абхазии там встретился, я не знаю, там, с губернатором Краснодарского края. Но если президент Абхазии, там, даже если встретился с губернатором Краснодарского края, но о чем-то решил и о чем-то они договорились, то есть вот это решение, оно может быть в этой новости, да, там, но не от того, что, но новостью не может быть вот эта встреча. Но есть исключения, да, допустим, когда Обама встретился с Раулем Кастро-Рус, то есть президент Америки встретился там с президентом Кубы, и это была сенсация, потому что 60 лет там они друг друга вообще не видели, и тут они встретились, да, то есть просто сам факт этой встречи это уже сенсация, то есть и ты обязательно кликнешь эту новость. В общем, всегда ты должен ориентироваться на публику, то есть на те вкусы, ты должен как бы, в общем-то, продать этот товар условно, потому что информация это всегда товар, и ты должен знать, как работать со своим условным читателем, да, ты, может, его не видишь, но как бы ты должен знать о его вкусах, так, о его интересах, да, и найти свою вот эту нишу в этом информационном поле. С другой стороны, новости, они всегда такие, что всегда требуют обновления. Но новость не бывает второй, как и рыба, второй свежести. Новость, она всегда должна быть именно вот самой свежей. То есть, если у тебя, вот у нас недавно авария произошла, да, там в энергосистеме, да, там на ЛЭП Ачигвара, да, и по несколько часов ежедневно у нас пол Абхазии не имеет света. И ты в первый день, когда это произошла авария, да, это новость, ты даешь, что произошла авария на Ачигваре, но ты на третий день тоже не можешь говорить о том, что преподносить это как новость. Новостью может быть какая-то новая деталь вот в контексте этой аварии. Допустим, выяснилось, что ремонтные работы продлятся еще неделю. Да? То есть вот все, что есть последнее, это и есть новость. А все, что было до, это уже как бы придаток, потому что новость идет в развитии. Таковы информационные технологии. Если ты будешь говорить о том все время, то типа главное, что главное? Главное, мы уже знаем, что авария была, но главное в новости это всегда последнее. Другой вопрос, если это касается не новости, а какого-то аналитического материала, вон там ты уже как бы не говоришь, не выносишь какую-то деталь в поверхность. Да, ты говоришь, в общем-то, о самом кризисе, о самой аварии и так далее, все, что с этим связано. Информация это ведь не только, допустим, средства массовой информации. Вот вы все в школе учились, кто-то в абхазской школе учился. В абхазской школе кто-то из вас учился, да? У вас, учебники, наверное, на абхазском языке. Вот у меня дети тоже старшие дети, они уже школу закончили, они учатся в вузах. И
Ну, мне приходилось иногда помогать. Помогать разобраться в абхазском языке. Там, и мне, если мне не изменяет память, это был учебник 4 класса, да, там сказки. Там были сказки. И довольно странные сказки. Мне показалось, потому что я просто перерасскажу сюжет одной сказки. Лиса поймала птичку волшебную. И волшебная птичка, она взмолилась, говорит: отпусти меня, я выполню твои желания. Там 3 желания, там поесть, попить. И когда она поела, попила, ну еще повеселиться хочу. Ну тогда птичка привела лису в поле, а там в этом поле 3 родных брата мотыжили кукурузу. И птичка говорит: смотри, лисе, сейчас посмеешься. Она взлетела, подлетает к одному из этих братьев, садится ему на голову. Один из этих 3 братьев говорит: стой, 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 говорит, замри, и берет мотыгу и бьет. Птичка взлетела, но мотыга, он попадает в брата, брат умирает. То есть потом второго брата так убили. Потом, в конце концов, он и себя убил. То есть птичка села ему и себя убил. И вот как бы лиса смеялась от души. А дочка меня спрашивает: папа, я не поняла, говорит, а что здесь смешного? То есть в общем-то, когда ты составляешь учебники, это тоже как бы ты пытаешься воспитать детей. Тоже тебе нужно этим детям преподнести определенную информацию. Ты должен как бы для себя знать, какого ты эффекта ждешь. Как воспримут это дети? Ну вот, допустим, мои дети, они очень плохо восприняли, то есть они не смеялись от души от этой сказки, то есть для них это было какой-то дикостью, да. То есть в моем детстве, по крайней мере, были другие учебники. Да, они были, может быть, идеологического, слишком такого идеологического, пропагандистского характера, но все-таки там мы изучали, что такое хорошо и что такое плохо и так далее, то есть в этом плане, вот в воспитательном плане, они заметно отличались от нынешних учебников. Наверное, это ошибки, наверное, это связано, такого рода ошибки, они все-таки связаны со становлением нашей государственности. Когда говорим о становлении нашей государственности, это касается практически всех сфер, это и образование в том числе. И я надеюсь, наверное, сейчас, наверное, может быть, и такого рода учебников уже и нет, то есть где как бы есть там различного рода сказки, которые, в общем-то, детям не стоит, наверное, как бы преподавать. Сам производитель информации, он тоже должен знать, для чего эта информация производится. С другой стороны, вот в условиях Абхазии, я еще раз подчеркиваю, что, наверное, у нас к информации относятся не так, как именно к информации. Она всегда имеет какие-то определенные как бы нюансы, там, местную специфику. Взять, допустим, восстание, Абхазское восстание 1866 года, да, когда там Российская империя после Кавказской войны, окончания Кавказской войны, решила проводить здесь крестьянскую реформу. То есть под крестьянской реформой воспринималась вот отмена частью этой крестьянской реформы, это была отмена крепостного права. Александр II Освободитель в 1861 году подписал этот манифест. И надо сказать, что крепостное право не в одночасье отменилось, потому что сама процедура вот этой отмены крепостного права в совокупности вот всей этой крестьянской реформы, она растянулась на 20 лет по территории России, Российской империи. И надо отметить, что не во всех регионах Российской империи эта реформа
требовалось. Потому что были регионы, допустим, Дальний Восток, Сибирь, там, Северный Кавказ, где, в общем-то, не было этого крепостного права и не требовалось никакой отмены там, да, там нечего было отменять. Но к нам пришли в 1866 году, все-таки решили проводить крестьянскую реформу. Там были нюансы, которые, в общем-то, не очень вписывались в те абхазские реалии, которые тогда существовали. То есть крестьяне, основная масса крестьян у нас были свободные, то есть если была их земля, они за эту землю вообще ничего не платили, даже если она им принадлежала. То есть. Но когда пришла Российская империя, там все-таки, даже если ты свободный крестьянин и имеешь свою землю, все равно должен платить определенный налог. У нас вот, не было такого. Можно было это, в общем-то, объяснить, исходя из существующей специфики, исходя из как бы того, как будет воспринимать абхазское общество, найти определенные слова и так далее. Но вот у полковника Каньяра не оказалось таких слов. Когда он им сказал, что вот отменили крепостное право, то есть он как обычный солдафон стал разговаривать с этой массой людей, которым это очень не понравилось. И когда они сказали, да нет, мы вообще свободны, что значит нам подарили свободу? Да? И потом возникла перепалка, он их оскорбил и так далее. И вот, в общем-то, из-за этого началось. То есть, если бы тот же Каньяр, он как бы учтиво как-то объяснил бы, вот этого конфликта, наверное, не было, наверное. Но произошел этот конфликт, восстание, которое имело огромные последствия и для абхазского народа. Это на целых почти 40 лет мы стали таким виновным населением и так далее. То есть, опять же, история заключалась в том, что не так сказал. Для абхазов очень важно не что ты говоришь, да, для многих абхазов, а как ты говоришь, да, то есть ты должен всегда как-то учтиво говорить, да, даже если какие-то очень нехорошие вещи, о нехороших вещах говоришь. Ахарадакум шит, по-абхазски это говорят, да, то есть в русском языке вот эти выражения, они вот, можно дословно, конечно, перевести, но вот этой философии они не несут, потому что у нас, опять же, очень много построено на вот этом таком восприятии, да, этическом восприятии, очень много вещей произведено, и вот мы это, наверное, в свое время и с этим, наверное, и столкнулись. Вот проблема была. И это, кстати, отмечал сын последнего наместника Михаила Шервашидзе, Георг Шервашидзе. Он, когда писал о причинах, он отмечал о том, что вот, как бы, вот этот фактор, с одной стороны, чиновник, который солдафонистый чиновник, с другой стороны, народ, который требует к себе уважения. То есть это вот такие вот ситуации были, и всегда, наверное, здесь очень многое зависит и от людей, которые, от власти, условно говоря, которая создает такого ситуацию. Тогда все-таки это была власть. В любом случае, информация, которую люди распространяются, она предназначена ведь не только для обычного обывателя. Информация может быть, она и самой большей информацией, наверное, обладают люди, которые находятся во главе государства. Да? То есть, и от того, как они этой информацией распорядятся, очень многое зависит и будущее этой страны. Да? Вообще, люди же по-разному реагируют, да, если даже ты президент, царь или обычный человек, там, я не знаю, слесарь-монтажник, да, там у людей бывает очень разное восприятие, иногда даже одинаковое восприятие, да, не отличающееся.
там, от твоего социального статуса, вне зависимости от твоего статуса. Вот, допустим, мы говорили о Российской империи, да, вот Николай II, царь, то есть царь огромнейшей державы, да, и в 904 году убивают его министра внутренних дел Плева. Теракт произошел, убили Плева. А царь тогда, он не находился в Зимнем дворце, он предпочитал жить с семьей в основном в разных резиденциях, там где-нибудь на Финском заливе или на Ладоге и так далее. И вот эта весть застала его там, как раз он отдыхал на Ладоге, и он вел дневник. И вот он пишет: утром сообщили, что убили Плеве. Следующая запись, она касалась обеда, там приезжала кузина такая-то, да, там мы сидели, обедали вечером. Следующая запись, вечером катались на яхте по Ладоге, и в конце была прекрасная погода, и вообще день был удачный. То есть у тебя убили министра внутренних дел, а в царской иерархии того времени министр внутренних дел — это второй человек фактически после самого батюшки царя. Даже премьер-министр, вот в тот период должность премьер-министра, она больше напоминала должность вице-председателя, потому что вся полнота власти была сосредоточена, исполнительной власти сосредоточена в руках министра внутренних дел, и поэтому, в общем-то, второе лицо в государстве убивают тебя, то есть ты не принимаешь никаких мер, ты не выезжаешь туда, у тебя реакция такая абсолютно инертная, и вечером ты считаешь, что у тебя день прошел нормально. То есть сам по себе Николай II, он был, конечно, человек уникальный в том плане, что он пытался дистанцироваться от всего. То есть ему казалось, что вот любая проблема, она не надо в ней участвовать, она должна сама рассосаться. То есть вот это нежелание предпринимать каких-либо действий фактически обернулось развалом империи и трагедией для его страны, для его семьи конкретно, да, то есть вот так произошло, ну вот, и такая огромная империя из-за того, что человек неправильно воспринимал информацию, неадекватно реагировал на нее, происходят вот такие вещи. И, к сожалению, такого рода повороты, они характерны и для таких маленьких, не только для огромных держав, да, но и для наших маленьких, для такой маленькой страны, как Абхазия. Да, то есть я помню, несколько лет назад, опять же, мы все время говорим об энергетике, и я сейчас опять, наверное, вернусь к энергетике, когда несколько лет назад, 3 года, кажется, назад, 2 года назад, когда у нас случился жесткий энергетический кризис, да, и перед этим все предупреждали о том, что вот майнинг задолбал, да, то есть все пожирает, да, и вдруг, и что эта электроэнергия у нас, мы свою норму уже там в сентябре, которую мы получали с Ингургес, те 40% энергии, которую Ингургес вырабатывал, мы уже к сентябрю израсходовали, то есть у нас уже ее практически нет, и тут мы в октябре легализуем майнинг, и у нас все обрушивается, то есть и это тоже как бы информация, которая была, но опять же неправильно ею распорядились, неправильные выводы сделали. Если они, наверное, может быть, я не знаю, может, власти преследовали иную цель, но если ты хотел как бы успокоить ситуацию, ни в коем случае, наверное, не надо было легализовывать этот майнинг, да. Но это опять же, когда ты, в общем-то, неправильно используешь, реагируешь на информацию, да, это становится проблемой для многих. Мы поглощаем информацию, такое смс-очное у нас восприятие, да, там, когда у тебя несколько строк, должно быть не больше.
и ты не можешь как бы зафиксировать все остальное, да? То есть тебе важно вот что-то основное, если это не касается какой-то интересной истории. Потому что в любом повествовании, в любой информации важна, наверное, какая-то история, которая тебя трогала бы. Я как-то брал, мы с Ибрагимом Чкадо брали интервью, мы делали серию интервью и про первый наш абхазский парламент, который был, называется «Золотым» в народе. И мы брали у Валерия Еремеевича Кварчи, он был тогда депутатом первого парламента, и когда мы пришли к нему, и он нам, кстати, подарил тогда свою книгу, и вот эта книжка была посвящена национально-освободительному движению. То есть это 70-е, 80-е годы и так далее. То есть, и пока он рассказывал, я листал эту книгу. То есть листал эту книгу, и он как раз много чего там, о том, о чем он рассказывал, она касалась этого периода. И он вдруг стал рассказывать историю, которая была связана с 90-м годом, в августе, 25 августа, если мне не изменяет память, тогда Абхазия решила как бы объявить о своем суверенитете. То есть стать не Абхазской автономной республикой, перестать быть автономной, Абхазской автономной Советской Социалистической Республикой, а быть Абхазской Советской Социалистической Республикой. То есть это вот как бы сама вот эта, вот этот автономный статус, он, конечно же, нам глаза мозолил, и хотя, в общем-то, мало что поменялось от этой декларации в тот период, но в моральном плане, там, конечно, это нас несколько воодушевляло, и вот парламент должен был принять вот эту декларацию о независимости. Тогда был Верховный Совет Абхазской автономной республики, и этот парламент был в свое время избран в 1986 году. Если вы ориентируетесь, то есть перестройка только-только началась. Этот парламент избирался по давно отработанной советской схеме, когда в каждом округе баллотируется один кандидат. Когда эти кандидатуры заранее обговорены там обкомом, согласованы там на всех этапах, то есть там должно быть определенное количество там партийных людей, там должно быть определенное количество там рабочих, колхозников и так далее, интеллигенции, то есть все очень расписано по национальному составу, все там выверено, то есть этих людей просто взяли, посадили, там все 100% голосов все им отдали, посадили. И большинство из этих людей, а парламент он был достаточно большой, там 100 с чем-то человек, сейчас 35, а тогда 100 с чем-то человек входило. И эти люди, они как бы по той традиции советского парламентаризма, они как бы соглашались с тем, что они все будут голосовать единогласно. Да? Но вот так ситуация изменилась. 89-й, 90-й год, да, то есть ты выбирался по одним правилам, а тут на улице совершенно другая ситуация. Ты должен как бы принимать решения, да, должен принимать решения и голосовать, и для многих это стало тяжелой ношей, да, они не были готовы голосовать, тут абхазы, грузины и так далее, межэтнический конфликт идет, внутриполитический конфликт идет, и люди не готовы участвовать, хоть он и депутат парламента, но он не готов участвовать в таком мероприятии, и некоторые депутаты того парламента, они просто уехали. Вот они там, кто-то в Крым уехал, кто-то в Краснодар, то есть и у нас тогда считали предварительно, как бы голоса, считали, кто как голосовать будет, и каждый голос был важен.
важен был каждый голос. То есть вот там одна женщина уехала в Крым и не хотела возвращаться, она поехала к брату. И тогда эти люди, которые отсюда поехали уговаривать ее, они там поговорили с братом, брат собрал семейный совет, и семейный совет постановил, что она должна ехать. То есть вот эта депутатша, она приехала участвовать вот в этом голосовании. И в этом голосовании с депутатом этого созыва был также народный артист Абхазии Азиз Агарба. И он в тот период был фактически на смертном одре, то есть он тяжело болел, лежал, и он тоже сказал, что я тоже, привезите меня голосовать. Его привезли фактически на носилках, и он тогда говорит, это все Валерий Еремеевич рассказывает, и он говорит, если вдруг до начала процедуры голосования я умру, не подавайте виду, говорит. Когда произойдет голосование, тихо поднимите мою руку, а потом после делайте, что хотите, кричите, орите, но как бы не подавайте виду до начала процедуры. То есть он вот эту историю рассказывает, то есть это действительно очень трогательная, драматичная история, которая может показать всю эту картину, весь этот драматизм происходящих событий, всю важность этого акта. А я листаю его книгу, и нету этого. То есть там куча таких вещей, которые я вот так по диагонали читаю, но не за что зацепиться, да. Ну, то есть очень много, наверное, может интересного, может, но в любом труде должна быть история. Вот эта история, которая тебя как бы заинтересует, которая тебя мозгами вот в то время, в общем-то, опустит, да, то есть, ну, не было этой истории. Я говорю, Валерий Ильич, где эта история? Нету ее. То есть, я думаю, если бы вот эта история была бы в этой книге, наверное, она бы, эта книга, большим интересом вот к этому очень солидному труду больше интерес придала бы. Он действительно очень солидный труд был, связанный вот с этой монографией, очень солидный труд был, но мне кажется, вот таких историй для этой книги не хватало. Они действительно были, их не надо было там искать, находить. Это действительно очень важно, мне кажется, если ты хочешь обратить внимание на какую-то проблему. С другой стороны, я говорил о том, что мы часто, если ты не связан никак с информацией, да, не являешься там, журналистом, действующим политиком, политологом и так далее, ты обычный обыватель, и ты привык доверять каким-то людям, которые там, в общем-то, тебя как-то ориентируют в этой ситуации. И бывает так, что эти люди тоже заблуждаются. Да? Вот типичный пример для меня, это вот вы наверняка смотрели или смотрели великолепный фильм по великолепному произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце». И вы там помните, наверное, когда за обеденным столом профессор Преображенский сидит с Шариковым и доктором Барменталем, да, и они там спрашивают, Барменталь и Преображенский спрашивают у Шарикова, ну что ты читал? Он говорит, да вот, говорит, переписку Энгельса с Каутским. И да, и у этих людей удивленные виды, что ты там обнаружил для себя? Да не согласен я, говорит, с ними. Как, с кем конкретно? Да с обоими не согласен. И что ты предлагаешь взять и поделить? То есть понятно, Шариков, да, там восприятие, да, там взять и поделить. Но в реальности Булгаков тоже не читал
переписку Энгельса с Каутским. То есть, когда... И Булгаков тоже оказался под влиянием, мне кажется, Ленина, который в свое время называл Каутского ренегатом. Каутским. Ренегат Каутский. То есть, наверное, Булгакову казалось, что если Каутский переписывается со Фридрихом Энгельсом, то значит они вот как бы, наверное, о чем-то спорят. Но дело в том, что Каутский, он вообще был очень крупным теоретиком, и он был одним из редакторов работ Маркса, в том числе и «Капитала». И та переписка, которая речь шла в «Собачьем сердце», она, в общем-то, в таких доброжелательных тонах. Там не было никакого спора, никаких упреков. То есть Энгельс хвалил Каутского, Каутский как бы говорил спасибо, хвалил Энгельса, Маркса и так далее. И, в общем-то, вот этого конфликта не было. Но у того же Булгакова, наверное, как бы просто не было времени прочесть. Это вообще тяжелая вещь, конечно, читать переписку Энгельса с Каутским, я его понимаю, но он все-таки, опять же, доверился другому источнику. То есть читатель доверился, очень многие читатели доверились Булгакову, да, что там есть какой-то спор в этом произведении. А сам Булгаков, он доверился Ленину, который Ленин дал характеристику: оппортунист, ренегат Каутский и так далее и тому подобное. И, значит, и для себя Булгаков сделал вывод, что, в общем-то, здесь идет речь о каком-то споре. И, значит, Шарикову впору не соглашаться ни с теми, ни с другими, сказать вот сакраментальное, взять и поделить. То есть, и, в принципе, даже при том, что Булгаков ошибался, тем не менее, вот этот эпизод, он в этом произведении, он, конечно, несет другую совершенно философию, да, то есть там как бы другие мотивы, но я говорил о том, что о другом аспекте. Я здесь буквоедничал, да, то есть в этом плане, насколько соответствует та или иная информация, которую вы потребляете, реальности, да, то есть, но это уже как бы сама история, она такая стала такой классической. Все знают, что всем кажется, что все-таки Каутский с Энгельсом о чем-то бурно спорили. Если вернуться к золотому парламенту, да, почему так мы его воспринимаем вот как золотым? Золотым же его не сделали там указом президента. Золотым его сделало такое общественное сознание. И его называли, все о нем высказывались в таких восхитительных тонах по одной простой причине. Потому что, в общем-то, этот парламент, он имел определенную, он был создан в определенное время, и он решал определенную задачу. Он не занимался внутренней проблематикой, он не занимался там какими-то производственными делами и так далее, внутриполитической борьбой. Да? Тогда мы воспринимали абхазский парламент как сосредоточение абхазской политической мысли, да, абхазских интересов. И все люди, которые там заседали с абхазской стороны, мы их воспринимали как людей, которые без сомнения отстаивают наши интересы. Да? Сейчас, когда у нас нет этой угрозы, да, там, внешней и так далее, сейчас мы на парламент смотрим как совершенно другими глазами. Да, нам нравятся одни депутаты, другие нам не нравятся, да, иногда нам вообще этот весь парламент не нравится. Но, надо сказать, по своей работоспособности, по тому,
как бы объему работы, который там выполняет каждый созыв, выполнял и выполняет каждый новый созыв парламента, в реальности эти созывы, они намного больше приняли всяких законопроектов и так далее, документов, постановлений, чем тот золотой парламент. Мы просто тогда, речь идет все-таки о восприятии. И сам золотой парламент, он, по большому счету, он вот в том виде, в котором он был, он несколько раз видоизменялся, то есть там с 91 года по август 92 это был один парламент, точнее даже с 91 по начало 92 это был один парламент, потом грузинская секция этого парламента отсоединилась, она как бы бойкотировала эти заседания, она заседала в гостинице, вот где 14-го партсъезда, это сейчас гостиница «Айтар», там находилась, там потом, когда война началась, наш парламент переехал в Гудауту, то есть это уже совершенно другой парламент был. После войны он тоже как бы начал видоизменяться. То есть этот парламент был разным, и отношение, но отношение к нему, в общем-то, оно формировалось, опять же, исходя из той ситуации, которая складывалась там в грузино-абхазских отношениях, той ситуации, которая складывалась во время войны, там, после войны и так далее. То есть вот этот внешний фактор, он, конечно же, отпечатался в наших мозгах, и мы воспринимали тот парламент именно вот в этом контексте, который отстаивает исключительно наши абхазские интересы. Сейчас другая картина, сейчас совершенно другое отношение к законодательному органу, но это не говорит о том, что как бы нынешние там законодательные органы, они в плане работоспособности чем-то отличаются от там первоначального своего аналога и так далее. С другой стороны, я все-таки, наверное, говорил бы о том, что в любом варианте мы должны все-таки смотреть в какую-то суть информации, да. К сожалению, я опять же возвращаюсь к восприятию, к абхазскому восприятию, тому, как воспринимаешь информацию. У нас всегда очень зависит там, да, многих нюансов, кто говорит, что говорит, каким образом говорит. То есть неважно, наверное, суть. Да? Иногда мы даже уходим от деталей. Вы обратили, наверное, внимание, это в социальных сетях очень хорошо видно, когда о какой-то важной проблеме человек высказывает, и потом в комментариях об этой проблеме ничего нет, и просто его кроют, да, там, за какие-то другие совершенно дела. То есть это вот есть такая абхазская специфика. Но это не только абхазская специфика. Опять же, возвращаясь там к истории, у меня вообще этот любимый период, там, начала 20 века в российской истории, когда царь Николай II отрекался от престола. Это происходило в феврале 17 года. Он тогда находился в Ставке, военной Ставке. Это было в Могилеве. И туда поехали два депутата Госдумы, Шульгин и Гучков. И они там добирались на перекладных, там 2-3 дня добирались, грязные, там запыленные. Короче, в конце концов, они добились своего, царь отрекся, но вот когда они выходили из этого вагона, вот эта свита очень недовольна была, царская свита, вот, была недовольна этими людьми, депутатами, которые приехали. Кстати говоря, Шульгин был вообще изначально монархистом, да, потом вот его мозги, они как-то трансформировались, и он понял, что вот в той форме, в которой сейчас существует эта монархия, она просто как бы страну к гибели приведет, и вот он как бы тогда был сторонником того, чтобы все-таки Николай II отказался от престола и так далее, но вот они вышли с этого вагона, и вот эта свита что-то явно недовольно им высказывает, и один из
как бы первых скрипок этой свиты, этого окружения царского. И он, обращаясь к Шульгину, говорит: вы знаете, говорит, вот эта вся ситуация, она, конечно, как-то закончится, говорит, но вот этих пиджачков, говорит, мы вам никогда не забудем, мы вам это припомним. То есть вот это такой затрапезный вид, да, там, когда они приехали. То есть тут царь огромной империи отказывается, да, слагает с себя обязанности монарха, да, а человека, приближенного к нему, волнует, в общем-то, пиджак человека, который пришел на разговор с монархом, да, то есть акценты, неправильно поставленные акценты, они всегда выходят боком. Наверное, мне кажется, другого варианта вот видеть как бы человека из свиты Николая II с другими мыслями, с другими акцентами очень сложно представить. Потому что он сам, наверное, был таким как бы человеком, который не умел правильно проставлять акценты. И в этой связи, наверное, когда мы говорим о информации, важно все-таки вдумываться в нее, вчитываться в нее, пытаться анализировать. И если у тебя даже не хватает знаний, может быть, не хватает знаний, чтобы переварить, все-таки нужно в любом случае действовать по совести, как тебе совесть подсказывает. Как бы других рецептов, в общем-то, нет. Раз уж мы говорим о восприятии информации, каким образом вы лучше воспринимаете информацию? Через социальные сети или через газеты, может быть? Ну, сейчас уже газет как таковых нет. Раньше это вообще, когда только не было интернета, конечно, об этом времени я с удовольствием вспоминаю, да, потому что можно было не спеша купить там в киоске кучу газет, да, и смакуя каждую, там, до дыр зачитывая каждую газету, да, там, брать потом другую газету, ее зачитывать до дыр, там, да, даже объявления. Сейчас вот этой традиции нет. Люди вот моего поколения, они вот, наверное, как бы с ностальгией вспомнят, да, вот, когда я начинаю пересказывать, вспоминать вот то, что происходило об этом. Но сейчас этого нет. Сейчас, конечно же, я получаю всю информацию там с интернета. Это что касается там новостей и так далее, но, конечно же, я тоскую и по другой как бы культуре, да, когда ты в руках должен уже почитать газету, там, книгу. Ну вот газет в руках не держу, но книги периодически читаю, да, специально их покупаю, да, хотя там уже с возрастом и зрение как бы не так позволяет, но тем не менее стараюсь, в общем-то, вот как бы читать книги. Сначала я хотел бы поблагодарить Инала Николаевича за интересную лекцию. Было приведено большое количество интересных примеров из истории России и Абхазии, и наверняка информация, которую мы сегодня получили, будет очень полезной. Я хотел бы лично высказаться по поводу авторитетного мышления. На мой взгляд, для людей на самом деле естественно искать авторитеты по той простой причине, что человек не может знать все на своем личном опыте, поэтому естественно, что он ищет какие-то источники информации в определенных сферах, в которых он не разбирается, и на них ориентируется и доверяет им безусловно, не проверяя ту информацию, которую он получает. И потому, с моей точки зрения, гораздо больше внимания надо уделять, говоря об информационной грамотности, именно воспитанию производителей и поставщиков информации, чем потребителей, потому что на них лежит гораздо больше груз ответственности. Как вы считаете, это так? Ну, раньше этот процесс, опять же, когда не было интернета, можно было как-то проконтролировать, да, там, какими должны быть средства массовой информации. В конце концов, эти средства массовой информации, они должны были пройти там, лицензирование, там, быть зарегистрированы, там,
У нас это Минюст регистрирует средства массовой информации. Но сейчас, когда интернет, в общем, кого-то воспитывать не получится, слишком много этих блогеров и тех же средств массовой информации. То есть ответственности никого. Люди хотят, те же люди, которые производят информационный продукт, каждый ищет место под солнцем, да, и это не обязательно должны быть абсолютно серьезные там издания, которые как бы придерживаются определенных принципов, да. Очень много вы видите в интернете очень всяких разных там сайтов, которым абсолютно плевать на свою репутацию, да, и они могут и бесконечно врать и создавать как бы какие-то абсолютно фейковые новости, но в этом их и фишка, в этом их и бизнес. И многие этого и не скрывают, что это их бизнес. Так что где-то кого-то воспитывать не получится в силу, опять же, доступности, да, то есть люди ищут такого рода новости. Раньше там в книжных магазинах там раньше существовала определенная процедура, там в советское время существовала цензура, какие-то издания запрещали и так далее. Но сейчас же нет абсолютно никакой цензуры, тем более в интернете, да, когда у нас все очень доступно, и в этом плане сложно как бы оказывать давление на производителя информации. Мне кажется, важно все-таки, наверное, само общество воспитывать, да, само общество как бы правильно ориентировать. Вот здесь, наверное, важно. Важно все-таки выстраивать вот эту информационную политику, выстраивать исходя из того твоего видения, каким должно быть это государство. Если мы говорим о том, что это государство должно быть демократическое, свободное и так далее, там, и при этом это государство должно, исходя там, из там, наших нравственных критериев, да, там, Апсора и так далее, Алама, Сапа, туда выстраивать, то ты должен эту модель выстроить. А когда ты говоришь, там, ориентируешься там, на другие какие-то ценности, да, там, на то, что я условно там, в России, в Туркмении, я не знаю, там, где-то на диком-диком Западе, да, то есть невозможно скопировать. У каждого в этом плане свой путь. Да, я не скажу, что мы все велосипед придумываем, но тем не менее есть вещи, где ты интуитивно, в общем-то, подгоняешь вот, исходя из того, как в абхазском восприятии будет все это выглядеть. Вы в начале лекции упоминали информационную войну, и я считаю, что это довольно актуальный и очень важный вопрос. И, как нам всем известно, мы выиграли в войне грузино-абхазской. Но я думаю, что мы все-таки проиграли информационную войну. И на сегодняшний день, если вот вы говорите, что мы можем просто найти в интернете различные источники и после, проанализировав, сделать какой-то вывод, к сожалению, когда ты вбиваешь в интернете вот что-то, связанное с грузино-абхазским конфликтом, информации именно со стороны Абхазии очень мало. И я понимаю, что наша вот эта информационная война, она продолжается по сей день, и действительно источников абхазских настолько мало, что ссылаться иногда бывает сложно. Грузинских источников гораздо больше, и, безусловно, мы вступаем в какие-то дискуссии по сей день в интернете, в комментариях и так далее, но я чувствую, что этого мало, и мне хотелось бы узнать вот ваше мнение, как мы можем продвигать вот, и рассказывать, как мы можем охватить больше людей и рассказать им правду по поводу грузино-абхазского конфликта того же информационно? Ну, здесь, конечно же, при всем том условном бардаке, который у нас, к сожалению, с архивами происходил, происходит,
после войны, да, у нас вот этой систематизации так и не произошло, да, то есть очень много вещей, которые мы могли бы сделать, но не сделали. Это касается не только там состояния архивов, это практически любой сферы, да. И в информационной политике у нас тоже очень много перекосов, да. Во время войны, конечно, совершенно другая была ситуация. После войны уже расслабон пошел. А после 2008 года, когда нас признали, то есть у нас на каждом этапе у Абхазии и у абхазского народа были свои стимулы, да, там в какой-то период там мы хотели, там я говорил о том, что когда принимали декларацию о суверенитете в 90-м году, мы хотели быть союзной республикой, да, равным вот и равным вот и тем 15 республикам Советского Союза, которые там входили вот в СССР, да, по статусу равным. Потом уже Советский Союз, когда развалился, нам было важно, и началась война, нам было важно все-таки выиграть, выстоять в этой войне. После войны, и это вот как бы такой общенациональный интерес был, то есть любого разбуди, он тебе, человека, и он тебе сказал бы, к чему стремится общество, к чему стремится народ. После войны, когда блокада была со стороны, там, жесточайшая со стороны России и там со всего мира, весь мир, то есть страна только-только пережила войну, и она оказалась в блокаде. У тебя вся экономика разрушена, это, конечно, была катастрофа. Мне кажется, даже эти годы были намного сложнее, чем, наверное, сама война, потому что человек мог потерять веру как бы вот в будущее, да, в то, что ты имеешь какие-то перспективы на этой земле. И тогда тоже цель была выжить. После уже, когда политика России по отношению к Абхазии изменилась, да, у нас тоже цель была, чтобы нас признали. Но когда после того, как в 2008 году Россия нас признала, и потом уже там Венесуэла, Никарагуа, Науру и так далее нас признали, мы самоуспокоились. Сегодня вот даже вот людей, которые там в политике не первый год, да, там можно даже у депутатов спросить, вы, наверное, спросите, а какая цель у нас, да, к чему мы стремимся, абхазский народ? Я думаю, многих вы поставите этим вопросом в замешательство. То есть, и от этого у нас, наверное, и вот хромает вот эта информационная политика, да, там у нас огромные проблемы там с теми же архивами, у нас проблемы с той же энергетикой, да, то есть вот вроде бы, да, просто это опять же зависит от цели. Это касается не только информационной политики. Любая идеология, она базируется на таких вещах, как экономика, да, и социальная сфера. Это все отражается в общем-то, на нашей обычной жизни, да, и когда вы говорите о том, что у нас не хватает материалов, да, действительно у нас не хватает материалов. У нас очень мало денег мы отпускаем на эти нужды. У нас достаточно как бы поверхностное отношение у государства к своим СМИ. То есть во многих странах огромные бюджеты, да, на информационную политику. У нас очень маленький бюджет. То есть нужно поддерживать свои СМИ. И очень важно, я уже долго говорю, что очень важно, чтобы в Абхазии информационную политику определяли местные СМИ. Не иностранные СМИ, а местные СМИ. И учитывая, что наш информационный рынок маленький, и он не позволяет
средствам массовой информации, к средствам массовой информации вот, подходить как к какой-то бизнес-структуре, которая могла бы себя полноценно содержать, да, должно быть это понимание. Нужно помогать средствам массовой информации, иначе наступит время, если ты будешь подходить к ним как к какому-то бизнес-проекту, то у нас это все закончится. И в какой-то момент я иногда даже шучу, что не делайте так, что информацию об Ачхара будет давать там как бы иностранное агентство или какой-то иностранный сайт о вас. Так что очень важно в этом плане поддержка и средствам массовой информации, и выработка информационной политики со стороны государства. А общество, оно всегда поддержит, наверное, когда есть желание, есть воля у государства что-то изменить, общество всегда это оценит и увидит. Спасибо.